Ребятушки, всем благословенного доброго утра! Вы на канале Мама Музыканта. В общем, я приехала к себе в поселок. Только что проснулась. Вчера днем я приехала. Не спится мне. У нас еще темно на улице. А приехала я. У меня пенсия будет во вторник. Ну и решила дня два тут побыть в поселке. Соскучилась. Во вторник получу пенсию. Перевела пенсию специально сюда, чтобы был повод приезжать каждый месяц домой. Ну так, посматривать, подтапливать. В общем, вчера приехала, был дубарь такой дома, вообще капец. Часа 3, наверное, топила печку. Но ничего, потом разогрелась хата. И ночью было даже тепло. А то двумя теплыми одеялами накрылась. Думаю, мало ли, кто его знает, чтобы не заболеть. Но ничего, потом второе одеяло, вернее, убрала. Было тепло. Но не спится. Я, когда нахожусь в поселке, я всегда рано встаю. Это уже привычка, наверное, когда по грибы хожу. Вставала и вот привыкла. Так что вот так вот сейчас пью, сижу чаек. Чай. Чай пью с конфетками. Шоколадка у меня вот такая вот Милки. Милка молочный шоколад. Я очень люблю. Люблю, но в последнее время мало ем сладостей. Чай пью я без сахара. Уже 1,5 года, как я, если не больше, без сахара чай пью. Есть у меня конфетки желейные, типа как мармеладки. Я такие люблю. Ну, эти молочные. Вот такие вот у меня сын любит, но сейчас в последнее время что-то перестал есть, не знаю. Яблочки у меня есть, молдавские, с города привезла. Очень мягкие такие. И аромат прям на всю комнату, запах такой, запах детства, помнишь? Натуральные яблоки, в общем. Запах приятный. Вот я положила специально, чтобы вкусно было у меня. Ну, вот это вот мой завтрак. Я хотела кашу сварить, но мне стала лень. Топлю я печку. Печечка у меня топится. Печечка моя. Вот так она выглядит у меня. По весне я буду, как обещала, ребята, ремонт обязательно я сделаю. Поменяются у меня там кирпичи, ну не все, конечно, там во многих местах уже кирпичи посыпались, надо их менять, потом оббить тут железом. Вот эту верхнюю часть я буду плитку ложить обязательно, потому что тут все черное, все это надо закрыть красиво, чтобы все было у меня по фэншую. Потолок у меня нормальная плитка, она новая. Потолочек, вот такая красивая плитка. Здесь тоже плафон, когда делали, забыли вот эту одеть штучку такую пластмассовую, но это потом сама сделаю. Так что вот так вот, мои хорошие, нахожусь я дома. Причина моего приезда — это получить пенсию, во-первых. Во-вторых, я хочу для своего подписчика Олега Волошина. Олежек, привет! Я, конечно, тебя не знаю, но когда ты смотрел мои видео, ты сказал, что ты проживал в Ясноги. И, ребята, он проживал в этой квартире, где сейчас живу я. Представляете, это было лет 30 тому назад. Они уехали отсюда. Ну, он уехал с родителями отсюда. Вот. И сегодня, Олежек, для тебя специально будет видео. Галину Томову я попрошу, чтобы она тебе
интервью небольшое, приветик передала. Потом будет сниматься у меня сегодня обзорчик. На улице я засниму, там вокруг сараев, как ты просил. Панораму нашего дома сниму, вокруг дома. Обойдемся, посмотрим. Вот такие дела. Так что я сейчас попью чаек. У нас пока еще на улице темно. Вот. И так что не переключайтесь, мои хорошие. Ждите обзорчик и панораму нашего дома. За сараями там поснимаю для тебя, Олег. Вот. Покажу, где какие там постройки были, чтобы ты вспомнил. Так что приезжай к нам. Мне очень приятно, что вы проживали здесь, в этой квартире. В этой квартире я уже живу. Я сейчас скажу, сколько я живу-то. Лет, наверное, 18. Я раньше проживала в другом месте. Тут тоже в районе Черемушек я проживала. По улице, вот эти вот, где, Олег, если помнишь, первый дом у Софиулина, Александра, если помнишь такого. Кстати, тебе привет от Люси Шенвольф. Потом Петя Зиновьев, если ты помнишь, тоже привет вам передает. Вот. Ну и также передаст Галина Томова. Так что, мои хорошие, не переключайтесь. Сейчас у нас еще темно, посветлеет, и я сниму панораму нашего двора. Оставайтесь со мной. С Кемяра сюда уже приехали. Отец у него этот был. Он мать учительница средних, начальных классов, а отец физкультуру преподавал. Вот, Олег, как обещала, Галина пришла ко мне в гости. Томова Галя. Можешь привет передавать, Галина. Здравствуйте. Скажи, как поживаешь, что-то такое. А, живем, без зубов, хлеб жуем. Нормальные зубы, что-то. Ну да, где-то нормальные. А вы как поживаете? Как мама? Ой, охота повидать. Как отец? Что еще такого? Олег женился, сколько детей или чего? Да, если... Мама тоже как поживает? Все ждет, наверное, или нет уже? А сколько лет ей? Ой, я не Тетя знаю. Кать? Она старше Ну, тебя? где-то маленько, просто, конечно, постарше, наверное. Да. Мне 66, а ей не знаю. Ну, не знаю. Что-то раньше не интересовались, а... Давай чайку, Галь. Ой, ну давай. Давай, сейчас мы с Галей будем чай пить. Ой. Включился? Нет, не знаю. Что, отключился? Я уже даже гирлянды повесила. У меня тоже есть, да, тоже в кухне повесить. Ну вот, может еще что-нибудь добавить хочешь? А что еще сказать? Ой, в кино работала всю жизнь, потом сократили, клуб закрыли. Попала я в котельную и вот работала до самой пенсии, не хотелось никуда уходить. Что шляться туда-сюда, а там я отработала до пенсии. А при них работала в этом? Кино. Кино, да? Да. А, понятно. И вот после этой котельной теперь почти что инвалид. Все на спину, а спины и руки, и ноги все болят. Еле хожу, без дома никуда. Палочкой хожу, кто бы увидел. Ну так. Видишь. Она шустрая была. Была же, я как бомбовозка-то. Катя, знаешь же, какая я была. А сейчас вешу. Сейчас в данный момент даже 70, наверное, уже даже нету. Где-то, может, 68, 67, где-то вот так вот. Ну так-то нормально еще выглядишь ты, между прочим. Ну да, старуха. Бывают, что в твоем возрасте еще постарше выглядят. Нормально выглядишь. Так что вот так вот, Олег, я просьбу твою выполнила. Так что я дам номер телефона, звоните, я вам когда позвоню.
Да, остальное по телефону с Катей хочу, ой, так хочется поговорить. В контактах я тебе дам свои, Олег, данные в контактах, и там в личку, тебе в личные сообщения тебе передам адрес, чтобы не разглаголивать всем, чтобы только ты знал номер телефона. Хотите, созванивайтесь там. Вот, можешь даже помахать им еще. Все. Маме привет! Так, телефон будет, мама пусть тоже звонить будет мне. Ну, потом договоримся. А Милю она знала? Ой, я не знаю вот этого. Зину Тому. Зину Тому знает, не знаю тогда. Лешика не знаю, но Баня уже у нас была, когда они уезжали. Но Баня построилась, как Леша родился. И всех, и тетю Раю Алексееву, всех, да? Всех, конечно, наверное, знает же. Тетя Раю знает. Петю Заводовскую Ивановну тоже, наверное, знает. Да, ну вот. Ну, Нет, кто соседи, вот тут все старые так и живут. Только вот тетя Нади, ой, Прядина и тетя Маши нету, царство небесное. Дочка только ее Надя осталась, и все. Тетя Маша Харитонову знали, тоже царство небесное, умерла. да, все поумирали у нас Да, тут. а чего? Потихоньку умирают. А у Алексея тетя Раи тоже дед Митя умер. Угу. Ой, многие умерли, конечно. Тетя Аня Запольская на нашей улице жила, они тоже всю улицу прожили на этой улице. А та улица вся уже почти обновилась. Вот так вот. Мартыненко жили, они тоже, у них молоко раньше брали всегда, вот тоже. Да. Сначала дядя Вася умер, потом, вперед он раньше умер, потом она. Да и сын у них, Коля, умер, у них был вот. Вот так. В общем, все поумирали. Ой, не говори, сколько. И тетя Зина как Ой, его? Волчкову-то жили, тоже знала, и тетя Зина угорела, она трубу рано закрыла, и за столом так сидя умерла тоже вот она. И Катя, дочка у нее, но Катю я не знаю, она помнит, нет. Катя, дочка у нее тоже, не своей, правда, смерти Качук, да? умерла. Качук она была? Качук была, да. Потом эти умерли еще, лохматые. Ой, эти я их не знаю, я не А, знаю. Этих а я их не знаю? Не знаю вот я. Как Опиных знали, нет, не знаю. А кто-то еще тут, еще так жил, да, при них-то здесь еще тут. Кармановых, наверное, тоже помню, не знаю, Кармановых тоже никого уже нет. Вообще, кто старые тут жили, мы начинали, их считай, что нет, одни уже другие живут. Вот и все. Да. Так что вот так вот. И я тоже среди одни тут своей, то с двоюродной сестрой там в городе остались братья, сначала старший, потом средний, который на 6 лет тут уже жил, здесь ясно, где он умер. Племянник у брата, вот у Вовки, Леша этот, 30 лет, 30-то еще не было, даже 30, погиб. Под поезд, под паровоз попал. А сама тетя Катя, она где работала? В школе? В школе ты же да, в говорила. школе. А, Вот кто и шла, ты и знаешь, что в школе она это самая. А, понятно. А сейчас она ее тоже знает. Катя вместо тебя там сейчас это перепадает, это вот, как сказать, там не домоводство, как это по-другому называется, они как называют их. Ну, по трудам. Тамара Ревякина, вы ее тоже, наверное, учили, конечно. Ну да, значит, это вот шить, да что-то вот такое, эти уроки, это самое. Раньше там и варили, и все, и там, ну, как такое было, а сейчас там, не знаю, что же делают. Вот такое вот интервью, да? Ну, и могу поговорить. Ну, у нас сейчас зима впереди, если что. Все, зиме Да. из дома. Тем более я никуда не выхожу, дома только. Вот могу до калитки пройдусь с палочкой, обратно домой зайду. Так что Галина передаст... Стою я, Да. рано, правда, и засыпаю телевизор. Стою, 3 часа я уже не сплю. Сегодня вот 10 минут 4 вот встала. И вот одна кофе ее гоняю. Я слышала. Сканворды отгадываю. Это у меня болезнь. Сканворды болезнь. Раньше книжки были болезнь, а сейчас... В общем, Галина передаст мне телефон, еще раз повторюсь, и я в контактах тебе, Олег, перекину этот номер телефона. Ой, можете охота, пообщаться конечно. даже, поговорить, что и как. Ну, ладно, помаши там моим еще подписчикам тоже всем. Ну и все. До свидос. Маме я привет передала уже.
Ну вот так вот, ребята. Привет мы Олегу от Галины передали. Сейчас пойдем покажу Олегу, какие у нас раздолбанные сараи. Покажу вокруг сарая, вокруг дома, чтобы ты, Олег, все вспомнил, где ты жил, как ты просил. Сейчас покажу тебе смородину. Как Галина говорит, что мама твоя сажала красную смородину там. Ну, куст до сих пор еще есть, но ягод, правда, плоды ягод нет, не дает. Сейчас посмотрим. Вот это вот дерево, черемуха, которую сажала твоя мама. Там сирень. Вот это вот было ваше крыльцо. Я его переделала. Оно было уже все раздолбанное, когда я сюда перешла. После вас тут еще жила семья Федотовых, Наташа Федотова. Потом уже перешла я. Тут в этой хате 18 лет живу, по-моему. Да. Ну, это вот у Галины еще раз квартира. В этой первой квартире когда-то Валентина жила, не знаю, при вас жила, нет, Валентина Ромашова, Валя Ромашова. Сейчас она уже живет в другом доме. Здесь живет Галя Заводовская. У тети Ванды Заводовской дочка, если вы, мама твоя помнит ее. Ну, она умерла, конечно, тетя Ванда. Вот такие дела. А вот тут вот еще рябина, которую сажала твоя мама. Вот эту смородину сажала твоя мама, красная смородина, куст. Вот. До сих пор еще стоит куст этот. Вот такие развалины сараи. Это я уже показывала вам. Сейчас пройдем. Ну, вот так вот выглядит дом. У нас раздолбанный вот такой вот. О, Галя как раз печку топит. Вот такой домик. Чтобы вы вспомнили свой дом. Это вот дровяник так в длину. Он уже падает с туалетами. Вот так вот. Сейчас пройдемся за сарай. Калитка, если откроется тут. Пройдем сейчас туда. А, тут замотали. В окружную сейчас пройдем. Сейчас покажем. Здесь у Гали Заводовской баня. Банька. Когда-то была это моя баня. Я строила. Ну, я ее продала Гале Заводовской. Потому что уехала в город жить. Вот в этом доме живет Петя Зиновьев, там вот, там Люся Шинволь, там вот барак, куда показываю. Вот это вот Петя Зиновьева, расстроился он тут, баня у него там, новая баня, туалет новый, все новое. Мама твоя должна помнить, наверное, Петра Зиновьева. Вот это его хозяйство там. Вот так вот. Там, там тетя Рая Алексеева дальше живет. Там когда-то тетя Галя Попюк жила, но она давно уже здесь не живет, она на другую улицу перешла. Вот это вот получается Царство Небесное, вот эта вот банька старая,
возле вашего дома. У Алексеева дядь Мити была. Вот до сих пор она еще стоит, но она не действует. Там уже не моются, конечно. Просто стоит и все. Вот. Ну вот это вот заднее. За сараями получается. За дровяником это вот место. Идем. Тут уже, как вы помните, лесочек начинался. Туда вот так вот уже дорога в лес. Тропинка в лес. Там колодец туда, задний колодец там. Может, при вас не было колодца? Вот, не знаю. Ну, вот туда вот колодец. За машиной, вон где машины, туда вот. Вот так вот лес тут. И вот выглядит как дровяник. Сзади тут. Вот так вот он уже весь повалился. Дровяник. Идем. Вот так вот он выглядит. В землю врос. Повалился на бок. Этот год он уже не выдержит. Все уже повалится. Уже тут подпорки стоят. Вон, как видите. Ну, конечно, уже сколько лет. Вот так вот. Это у Заводовской дрова. Дровишки. Тут вот на этом месте у Гали, как помните, стоял сарай. То ли гараж там, или что-то наподобие гаража. Сарай там, в общем, для скотины. Она там сено держала. Потом тут у нее была вот на этом месте баня была. У Галины Томовой. Там вот свинарник, по-моему. А там, по-моему, ваши постройки, как она говорила. Там уже все пусто. Одни развалины. У Гали уже ничего нету. Ни своей бани, ничего. Моется она у соседки. Так что вот так вот. Вот так. Вот так как. Такие развалины. Вот с этой стороны дом. Вот так вот, мои хорошие. Это было небольшое показательное видео. Еще раз спасибо, кто подписался на мой канал. Спасибо всем, кто меня смотрит. Кто не успел подписаться, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии и ставьте лайки обязательно. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Берегите себя и своих близких. Привет Италии, мама итальяночки. На канал я на твой подписалась. Привет от мамы музыканта. Рая, Италия, привет. Греция, Анечка, Любочка, привет. Мамуле передавайте в Абхазию привет. Всем большое спасибо, кто был со мной. И всем пока, мои хорошие. До встречи. Пока.